Подводный флот России – это сила, скрытая в глубинах океанов. За прошедшие годы до нашего времени подводные корабли прошли большой путь от жестяных лодок с керосиновым двигателем до мощных атомных подводных крейсеров. Вы знали, что когда-то подводные лодки двигались силой человеческих мышц? Да, именно так. Так, в 19 веке по проекту Джевецкого были построены 50 подводных кораблей. Эти лодки приводились в действие мускульной силой гребца, а предназначались они для обороны приморских крепостей. Но технологии развивались, и вскоре появился первый боевой подводный корабль «Дельфин». В марте 1906 года утвердили новый корабельный регламент. В него включили подводные лодки на правах кораблей 3 и 4 ранга. С тех пор российский подводный флот становился все мощнее и боеспособнее. В годы Великой Отечественной войны советские подлодки нанесли колоссальный урон. От ударов субмарин фашисты потеряли на море 35% всех своих боевых кораблей и транспортов. В настоящее время на вооружении ВМФ России состоят подлодки более 13 проектов, а дата 19 марта в России празднуется как День моряка-подводника.